Якутская городская дума – представительный орган, устанавливающий порядок жизни в муниципальном образовании, городской округ, город Якутск, разрабатывает и принимает законы. Городские депутаты строят нормативно-правовую платформу, на которой исполнительная власть возводит то, что должно улучшать и облегчать жизнь населения. Именно представительный орган принимает бюджет, устав, правила благоустройства, генеральный план, правила землепользования, застройки, разрабатывает стратегию социально-экономического развития, базовые нормативные акты, которые определяют жизнь и порядок в муниципальном образовании. Основной организационной формой деятельности Якутской городской думы является сессия. Сессия состоит из заседаний Якутской городской думы, президиума и постоянных комиссий. Сессия проводится не реже одного раза в 3 месяца. В этом году уже состоялась 8-я очередная сессия Якутской городской думы. Сегодня мы рассмотрели 20 вопросов, внесли изменения в устав города, касался вопрос по досрочной отставке главы города, также депутатов в случае принятия статуса иностранного агента. Мы привели в соответствие с федеральным законодательством. Городские депутаты приняли законодательную инициативу для внесения в Государственное собрание Илтумен предложение о наложении штрафа на граждан, чьи автомобили помешали вывозу отходов. При принятии закона к административной ответственности будут привлекать водителей, машины которых воспрепятствовали подъезду уборочной техники к мусорным контейнерам. Также приняли такую законодательную инициативу, связанную с транспортным обслуживанием. У нас до этого момента не были предусмотрены штрафы в общественном транспорте. С ростом пассажиропотока в столице Якутии возрастает количество граждан, не оплачивающих проезд, поэтому был разработан проект законодательной инициативы, предусматривающий введение штрафа за безбилетный проезд. Вышли также за инициативой с тем, чтобы уполномочить органы, которые будут заниматься безбилетным проездом, соответственно, и полномочиями с тем, чтобы они могли составлять протоколы и вводить штрафы. Депутаты Якутской городской думы внесли изменения в градостроительный регламент. На основании предложений юридических и физических лиц также вносятся изменения в градостроительный регламент и карту градостроительного зонирования Якутска. Теперь арендаторы, проводящие капитальный ремонт в муниципальном нежилом фонде, могут быть освобождены от арендной платы на период проведения ремонта, но не более 1 года. Также мы рассмотрели ряд наградных вопросов. Это блок по мемориальным доскам, по почетным грамотам нашего города, в преддверии Дня города. Ну и, конечно же, мы приняли решение по почетным гражданам нашего города. Депутаты поддержали кандидатуру Нечаева Петра Александровича. Петр Александрович у нас тренер по легкой атлетике, воспитал очень много чемпионов, начиная от международных игр Дети Азии, заканчивая большими соревнованиями на уровне нашей страны. И Нома Трифоновича Слепцова, мы их всех хорошо знаем. Он ветеран Великой Отечественной войны, общественник, очень такой активный человек. Недавно мы отметили его юбилей, 100-летие, поэтому, конечно же, для нас большая честь в присуждении ему почетного звания «Почетный гражданин города Якутска». На территории исторического парка «Россия. Моя история» состоялось торжественное мероприятие по вручению ключей от автобусов городу Якутск. Ключи от 19 автобусов марки «Волга-Бас» директору «Союз-Авто» Андрею Косицкому передал глава Якутии Айсен Николаев. На мероприятии присутствовал министр транспорта и дорожного хозяйства республики Владимир Сивцев, глава Якутска Евгений Григорьев и председатель Якутской городской думы Альберт Семенов. В сентябре 2022 года между окружной администрацией Якутска, правительством Якутии и ВЭП РФ заключено трехстороннее соглашение о сотрудничестве по проектам модернизации всей системы общественного транспорта города. 19 автобусов марки «Волга-Бас» были приобретены в рамках государственной программы Республики Саха-Якутия развития транспортного комплекса с использованием лизингового продукта «Сбербанк Лизинг». Депутаты всегда ставили вопрос транспортного сообщения, и мы очень рады, что есть такие программы, когда можно получать, благодаря поддержке Арсения Сергеевича Николаева, главы региона, субсидию. Каждый предприниматель из 19 автобусов он получил субсидию в размере 3 миллионов рублей, плюс
программа, которая субсидируется за счет выделения средств из ВПРФ 35%. Ну и, конечно же, стоит отметить то, что Сберлизинг, он тоже выдает под хороший процент, это 8-9%. Это тоже учитывая то, что сейчас предприниматели берут у нас там чуть ли не по 25, не по 27%, да, кредиты 8-9%, это тоже очень большая помощь на самом деле. И очень мы благодарны в том числе и Сберлизингу, и ВПРФ, и бюджету республики. И, конечно же, мы ставим задачи о том, чтобы в следующем году тоже с помощью и правительства, депутатов, и нашего Ильдархана также продолжить эту программу с тем, чтобы получить еще больше автобусов. С 2022 года окружной администрацией и Республиканским министерством транспорта и дорожного хозяйства, а также частными перевозчиками приобретены 124 единицы автобусов. По мастер-плану Якутска подвижной состав общественного транспорта планируется обновить к 2030 году. – 2000 саженцев высадили за несколько дней в Парке Победы. Инициатива приурочена ко Дню города Якутска. В посадке деревьев приняли участие активные жители Гагаринского округа, сотрудники окружной администрации и депутаты Якутской городской думы. Но следующий год у нас мы будем отмечать 80-летие Великой Победы. И мы хотели бы, чтобы 80 лет Победы мы справили достойно. И очень хорошо, что проводятся такие хорошие массовые мероприятия с участием большого количества горожан. Сегодня мы принимали участие в посадке деревьев, в озеленении нашего города. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить спонсоров, которые помогают с посадкой, помогают саженцами. Несмотря на такую пасмурную погоду, наши горожане приходят, озеленяют Парк Победы. И за это хочется сказать им большое спасибо. Благоустройство Парка Победы продолжается. До конца 2024 года будет установлено мемориальное сооружение. Арка Победы – город трудовой доблести, а также обустроена аллея Патриот. В день города Якутска в рамках всероссийской акции «Курс Мы с тобой» на Комсомольской площади состоялся благотворительный концерт в поддержку жителей Курской области, пострадавших в ходе атак украинских боевиков. Мы празднуем замечательный праздник – День города. И именно сегодня мы объединились с друзьями с нашей Курской областью. Есть возможность благодаря этому штрих-коду помочь людям, которые попали в трудную и очень сложную жизненную ситуацию. Я для себя сделал решение и уже перевел часть своей заработной платы в помощь курянам. Советую это сделать каждому из нас. А сейчас я хочу поздравить каждого из вас, чтобы тепло в ваших домах было всегда. Чтобы, как врач, я хочу пожелать, чтобы у каждого из вас было здоровье. Ну и, конечно же, улыбки на лицах детей и на улыбках в ваших семьях. Добра, счастья и уюта. С днем рождения, город Якутск! Ура! В мероприятии приняли участие депутаты Якутской городской думы и председатель Якутской городской думы Альберт Семенов. Депутаты оказали финансовую помощь Курской области лично. Все средства, собранные на мероприятии, будут направлены на помощь пострадавшим жителям Курской области. – 8 сентября – день рождения города Якутска. В этом году отметили 392-летие основания города. Поздравляю сегодня со Днем города, с 392-летием. Всем нам процветания нашему любимому городу, самому большому, самому лучшему городу на вечной мерзлоте. И давайте все вместе сделаем его уютным, самым привлекательным, самым красивым, самым цветущим. Это все в наших руках, и мы для этого уже много сделали, делаем, и город наш, конечно, преобразился, но еще столько у него всего впереди. Поэтому крепкого здоровья всем горожанам, всем жителям, ну и дальнейших побед нашему городу Якутску. По доброй традиции жители, а также руководство города и республики возложили цветы к памятнику выдающегося русского путешественника, землепроходца и морехода Семена Дежнева и его жены Абакаяды. В этот праздничный день председатель Якутской городской думы Альберт Семенов поздравил горожан и гостей столицы с праздником Днем города Якутска.
Очень символично, что торжественная церемония сегодня проходит у памятника великому русскому землепроходцу, путешественнику, открывателю северных и восточных территорий нашей страны Семену Дежневу и его очаровательной супруге, символу женственности, красоты, мудрости, верности, обакаяди. И сегодня депутаты Якутской городской думы почтили память первопроходца Семена Ивановича Дежнева, возложили цветы. Ну и я, пользуясь случаем, хочу поздравить всех горожан с Днем города, с нашим главным праздником в городе Якутске, пожелать успехов в труде, конечно же, здоровья, мирного неба над головой, счастья и всего самого наилучшего. Ну и, конечно же, хорошего настроения. Мы понимаем, что основное богатство нашего города – это жители города Якутска. Поэтому примите искренние поздравления от имени Якутской городской думы, ну и от себя лично. С Днем города, дорогие друзья! История стара как мир. Бесплатный сыр бывает в мышеловке. Однако люди каждый день все попадают в их уловки. Мошенникам лишь волю дай. Они придумают легенды. То банк, то безопасный счет или продление аренды. И как итог, большой кредит, а то и вовсе без квартиры. Вся жизнь спектакль. Хорошо играет тот, кто ставит блок от мастеров сатиры. Не торопитесь расставаться с деньгами. Бесстрашный выход в космос без скафандра – заведомо опрометчивый шаг. То же самое с наркотиками. Не стоит пробовать, чтобы знать. Наркоконтроль Якутии. Велосипедисты гибнут и получают увечья из-за нарушений ПДД и невнимательности. МВД предупреждает велосипедистов: при переходе дороги спешивайтесь и строго соблюдайте правила дорожного движения. Заведомо рискованная идея – загорать в минус 50. То же самое с наркотиками. Не стоит пробовать, чтобы знать. Наркоконтроль Якутии.